20 лет без побегов, даже попыток. Слово «побег» в службе конвоирования и употребляют-то редко. Это самое страшное, что может случиться. Если у военных в ходу поговорка «хочешь мира, готовься к войне», в конвое ФСИН неустанно тренируются, отрабатывают до мелочей действия каждой единицы караула, чтобы охрана осужденных была незыблемой. На этих кадрах инсценировка передачи этапа осужденных из железнодорожного вагона в спецавтомобиль, так называемый «автозак». В учебном городке точная копия спецвагона с решетчатыми камерами, крепкими засовами, комнаткой начальника караула. Когда осужденного выводят на улицу, по пути в машину он решает бежать. Первыми на это реагирует кинолог с собакой. Быстрее проходим. Осужденного ведут к автомобилю. У него в ходе досмотра находят запрещенный предмет – нож, а затем запирают в фургоне. Первый! Закрыто третье! Кинолог с собакой в системе безопасности – звено обязательное. В их задачах – довести этап до учреждения, до вагона или обратно. Вместе они – мощное оружие против побегов. По регламенту собаки должны тренироваться не реже 9 раз в месяц, однако на практике они работают гораздо чаще. Кинолог должен уметь командами и жестами управлять овчаркой в любой ситуации – и при преодолении полосы препятствий, и при обыске местности. Важно постоянно контактировать с четырехлапым напарником. Общение настраивает его на внимание и подчинение человеку. Старший инструктор-кинолог Игорь Рочев с немецкой овчаркой по кличке Лэри работает в паре уже 8 лет. Говорит, на службу в 2005-м его привела именно любовь к животным, хотя дрессурой раньше не занимался. Нынешнего питомца тренирует с 8-месячного возраста. Говорит, собака смелая и уверенная, но с горячим темпераментом, с которым в процессе дрессировки пришлось побороться. Своей любимице ставит твердую 4. Собака точно знает, на кого дрессировщик ее направляет, соответственно, она видит цель, она не реагирует на посторонних людей, опасности никакой не несет для окружающих, так скажем. Вся работа ее строго по команде. Чтобы молниеносно и четко реагировать на действия заключенных, необходимо тренироваться и самому кинологу. Физподготовка обязательна для каждого сотрудника конвоирования. Боевые приемы борьбы, отражение ударов ножом, палкой, угрозы огнестрельным оружием, силовые упражнения, спарринги, броски. Занятия по рукопашному бою нужны для того, чтобы сотрудник был всегда готов к возможному нападению со стороны спецконтингента, отразить это нападение, предотвратить попытку побега, захвата заложников. А еще регулярные стрельбы в специальном тире. Любой сотрудник с оружием на «ты». Время на выполнение норматива ограничено. За 10 секунд нужно поразить цель 3 выстрелами. Смена по целям. Огонь! А это уже реальный выход на смену караула. Прежде всего, инструктаж по маршрутам и количеству конвоируемых. После получает и заряжает оружие в боевой экипировке в специальном помещении. Ну а затем получает задачу от руководства. Приказываю заступить в плановый железнодорожный караул по маршруту Сыктывкар-Воркута. После приказа караул идет к спецавтомобилю и осматривает его со всех сторон. Днище при помощи зеркала, крышу обследуют с вышки, проверяет ее надежность и герметичность люков. Затем тщательно осматривают камеры внутри фургона, замки, засовы и сигнализацию. Чтобы от рутины у конвоиров не замыливались глаза, их бдительность постоянно тренируют и проверяют. Обнаружен изъят сотовый телефон. География спецподразделения обширна. Арестованных и осужденных конвоируют и в черте городов, и по автодорогам республики, и за ее пределами. Кроме того, охраняют заключенных по ЖД-маршруту Сыктывкар-Воркута. Напряженные выезды могут длиться до нескольких дней. С такой нагрузкой справится далеко не каждый. Высокие морально-психологические качества, хорошая физическая подготовка, твердые знания нормативной базы, регламентирующей деятельность специальных подразделений по конвоированию и уголовно-исполнительной системы в целом. Высокая бдительность, профессиональная эрудиция. Без этих качеств сегодня просто невозможно выполнять задачи службы конвоирования. 3 отдела управления по конвоированию дислоцируются в Сыктывкаре, Ухте и Микуне. Сотрудников свыше 200. В год они перевозят более 20 тысяч обвиняемых и осужденных. Руководство спецподразделения в каждом своем сотруднике уверено на 100%. Личный состав профессионально выполняет задачи и, главное, надежно охраняет тех, кто приступил закон.